Посмотрите, эти кадры сделаны на Байконуре 22 марта. Вот так стартовала ракета-носитель «Союз» с 38 спутниками на борту. В числе этих спутников и CubeSX Sirius. Он должен вести экологический мониторинг. Казалось бы, ничего необычного. Но дело в том, что в разработке этого спутника, который сейчас находится на орбите, принимали участие 3 якутских старшеклассников. И можно сказать, что это якутский старт в космос. Есть выключение двигателей боковых блоков, есть отделение боковых блоков. Анатолий Антонов, один из разработчиков спутника CubeSX Sirius. Он окончил физико-технический лицей в Якутске и теперь учится в рамках образовательного IT-проекта «Школа-21» в Москве. Проектированием и космосом он увлекся еще в детстве. Это началось с класса 7, наверное. У нас в школе в физико-техническом лицее был кружок, можно сказать, консат. То есть это такие же спутники, только в формате не куба, а банки. Есть всероссийские соревнования по конструированию этих спутников. И вот наш учитель Романов Юрий Николаевич, он нас позвал, заинтересовал. Мне интересна тема космоса. А почему? Это же космос, там. Мы ничего не знаем о нем, и, скорее всего, в ближайшее время будем все больше и больше его изучать. Сейчас Антон работает над новым космическим проектом. Это спутниковая платформа, которая пока называется ЕКТ-САТ. Это такой набор, конструктор, из которого можно будет, как из Лего, собрать спутник, запустить его. То есть пройти необходимые сертификации, лицензии получить и так далее. При этом в него можно будет погружаться на разные уровни, то есть можно совсем там школьники тоже могут собрать его, особо не углубляясь в детали, а могут там студенты и даже профессионалы углубиться в детали, то есть что-то под себя сделать. И у конструктора будет неограниченный практический потенциал, то есть там специальный слот под полезную нагрузку, который пользователи сами делают, а вот мы решаем сейчас предварительно полезной нагрузкой будет ультранизкочастотная антенна для предсказания землетрясений. Антон и его друзья – это реальный пример того, что Якутия и космос – это вполне успешный тандем. И упоминание о республике в связке с полетами на орбиту может не ограничиваться только путешествием Хомуса на МКС. Так почему бы якутянину не полететь к звездам? Понимаю, идея звучит амбициозно, но мечте о якутском космонавте не год, не 10 и даже не 20 лет. 1969 год. После триумфа Гагарина и Леонова о космосе грезила вся страна. Советский Союз готовил свою лунную программу, а из тысяч претендентов в новый звездный отряд в список кандидатов прошел Валентин Иванов, уроженец Нюрбы. Он блестяще прошел все испытания и вполне мог оказаться на пилотируемом корабле, но попал в аварию, получил травму руки, с которой лететь в космос было невозможно. Спустя 20 лет уже после развала Советского Союза мечта о якутском космонавте снова начала обретать очертания. Я, когда был избран президентом республики, перед собой поставил 3 единые задачи. Это первая была сделать открытую операцию на сердце. Второе по интеллектуальному развитию занять одно из ведущих мест Российской Федерации, что мы были территорией самой образованной среди субъектов Российской Федерации. И третья задача была полететь в космическое пространство представителем народа Саха. Я создал специальную комиссию во главе с Василием Васильевичем Филипповым, тогда он ректором университета был и президентом Академии Якутской был. Ему было дано поручение, чтобы искать и найти. Мы в 2000 году сделали операцию. И если мы в 90-м году среди субъектов Российской Федерации по интеллектуальному развитию 41 место занимали, то в 2000 году мы вышли на 8 место. Вот третья задача, она не выполнена. Мы искали ребят среди военнослужащих, среди гражданской авиации, но не нашли. Идея эта не угасла. Почти 10 лет назад о проекте якутского космонавта снова заговорили. А именно в 2012 году, когда мы перешли, в гражданскую систему, то есть уже с корпорацией Роскосмос, она объявила первый открытый набор. В 2012 году у нас участвовал наш земляк Алексей Дегтярев.
пилот авиакомпании «Якутия». На самом деле на первом этапе мы отобрали 2 пилотов. Посчитали, что они наиболее подготовленная категория. Но, к сожалению, первого у нас списали по медицинским показаниям. Алексей Дегтярев у нас прошел по медицинским, по психологическим и так далее. Но, к сожалению, вот по физической подготовке он не прошел. Требования к будущим космонавтам просто космические. Извините меня за такой каламбур, но по-другому и не скажешь. Претенденты должны быть интеллектуально развиты, сообразительны, моментально принимать решения в стрессовых ситуациях. При этом обладать невероятными физическими способностями, уметь плавать, бегать, прыгать с парашютом. И все это не на любительском уровне, я хочу подчеркнуть. Их организмы постоянно подвергаются невероятным испытаниям. Это настоящая сурдобарокамера, которая использовалась при подготовке первых космонавтов. В таком замкнутом пространстве человек должен находиться от 10 до 15 суток, полностью отрезанный от внешнего мира. Здесь проверялось нервно-психологическое состояние будущего космонавта, пилота, ведь действительно человек должен оказаться в космосе один на один с собой. Традиционно космонавты — это летчики, военные, инженеры, но шагнувшие вперед технологии сегодня позволяют расширить список претендентов. Могут участвовать люди, имеющие медицинское образование, да? Могут участвовать у нас люди, которые занимаются наукой, могут участвовать инженерный состав. То есть спектр шире стал. В принципе, у американцев эта система давно работает. Мы знаем о том, что люди в 50 летают, ученые. Это вот 3-е кресло называется, да. 2-е у нас кресло, это у нас борт-инженер номер 2. И борт-инженер номер 1 и борт-инженер номер 3 – это обязательно 3-е кресло, это космонавт-исследователь называется, да? Это отличный шанс дать новый старт проекту о якутском космонавте. И такую возможность решили не упускать в правительстве республики. Не так давно в Якутии была создана межведомственная рабочая группа по отбору кандидатов в космический отряд. На сегодняшний день есть 3 заявления. И один из кандидатов, сотрудник авиакомпании «Якутия», прошел углубленное медицинское обследование, тестирование и является одним из кандидатов номер 1. Я думаю, что в ближайшие годы мы осуществим мечту, и среди отряда космонавтов появится якутянин. Программа «Якутский космонавт», она многоплановая. Здесь есть несколько проектов, такие проекты, как «Молодежь в авиацию», «Старт в космос», военно-патриотические направления, научно-исследовательские работы. Поэтому я думаю, что этот проект чрезвычайно важный. И вот космонавтика – это одна из отраслей, где можно реализоваться любому человеку, и перечень профессий здесь очень широкий. Поэтому это очень важно и очень интересно, очень полезно. Вообще исследование космоса – это чрезвычайно увлекательная вещь, и она притягивает многими неизвестными сторонами и в этом процессе, и тех знаний, которые получаются в процессе исследования. И когда молодые люди интересуются наукой, инженерией, у них есть желание создавать что-то, конструировать, исследовать, получать знания, то это очень сильно обогащает человека. Это Амгинский лицей имени Киринского. 3-й год местные ученики активно участвуют в программе «Старт в космос». Но к звездам здесь особое отношение уже давно. Мы носим имя великого нашего земляка, академика Киринского. Конечно, став большим ученым в области физики магнетизма, была большая группа, которая участвовала в эксперименте. Он был руководителем этой группы. Работал вопросами регенерации газа, воды, пищи для человека в замкнутой экосистеме. Это было еще новое открытие в 60-е годы. Начиная с 2012 года, когда у нас появился впервые технопарк, с того момента у нас, например, лаборатория естественно-научного знания, потом лаборатория техно. Постепенно мы стали наблюдать за звездным небом, начали заниматься моделированием ракет, которые были запущены у нас в лицее. Да? И
Вот этот интерес постепенно перерос в наш проект «Старт Космос». Данный проект поддерживается главой республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. Основная задача проекта «Старт в космос» первое – это подготовка высококвалифицированных кадров для аэрокосмического комплекса. Второе – это у нас патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. И третье – это, конечно, я очень надеюсь, все-таки это у нас подготовка нашего якутского космонавта и полет в космос космодрома «Восточный». Владислав Уваров уже несколько лет грезит о звездах, строит с друзьями прототипы спутников, изучает орбитальные корабли. По программе «Старт в космос» он побывал в подмосковном звездном городке и теперь мечтает стать космонавтом. Да, я мечтаю, но я знаю, насколько это трудно. То, что нужно очень хорошо учиться, быть физически сильным, чтобы выдерживать сильные нагрузки на свое тело, давление сильное выдерживать. Планета, конечно, тоже интересна, но самое интересное – это именно квазары и черные дыры, солнцеподобные звезды и многое остальное. Именно это меня интересует, и я рвусь к неизведанному. Мне нравится смотреть на небо по вечерам. Сегодня программа «Старт в космос» объединяет около 300 детей из разных районов республики. Они участвуют в олимпиадах, знакомятся с особенностями подготовки будущих пилотов, общаются с космонавтами. Это дает им возможность уже в школе понять, хотят ли они связать свою жизнь с космосом. Ребята вообще проявляют очень большой интерес и к авиации, да, и к космонавтике тоже. Есть такие дети, которые об этом мечтают, и могли бы они, если они себе поставят такую цель и целенаправленно будут заниматься, конечно, якутские дети вполне могли бы стать космонавтами, потому что у нас характер закаленный суровыми нашими природными климатическими условиями. У якутских детей вообще способности по математике и физике, например, по таким предметам есть очень хорошие, да, при условии крепкого здоровья. Я думаю, вполне это выполнимая задача. Кстати, если вы хотите связать свою жизнь с космосом, не обязательно уезжать из Якутии. Мало кто знает, что в нашей республике есть ракетный полигон. Небольшой, но действующий. Он расположен в Тиксе. С него можно запускать исследовательские аппараты на высоту до 300 километров. А это уже ближний космос. Это исследовательский объект, который позволяет изучать ближний космос и ионосферу. А это на сегодняшний день крайне важная область исследований научных, поскольку сегодня все, что происходит в цифровизации, оно происходит с помощью космических аппаратов. И мы должны хорошо знать, что там происходит, что это за условия работы. Ученые настаивают на том, чтобы эта работа была продолжена. К работе этого испытательного полигона, безусловно, могут привлечены быть и молодые ученые, и специалисты, студенты, аспиранты, школьники. И даже можно, я думаю, организовать таким образом, чтобы самые увлеченные наши учащиеся молодежь могли присутствовать при этом запуске. Мечтать о полетах к звездам можно и нужно. И чем больше мы об этом знаем и говорим, тем реальнее и ближе становится наш якутский старт в космос. Максим Кардузу, Лия Яковлева, Виктор Улисов, Джур Березкин, Михаил Юмшанов. Москва, Якутск, Амга.